Ханымдар мен мырзалар, қыздар арасындағы аса жеңіл салмақ дәрежесінің 3 раундтық жекпе-жегі. Ендеше қос жауынгермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ендеше алаңның көк бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой дебюті. Оның бойы 162 сантиметр. Оның салмағы 61-2. Көршілес Өзбекстан, Ташкент. Қарсы алыңыздар, Хилола Сапирова! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы қызымыз. Кәсіпқой рекордында бір жеңіліс. Оның бойы 160 сантиметр. Салмағы 61-200. Қарағанды, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Сора Рахмонова! Рефери Манап Кабдиев. Что, все готово к поединку. Судя по реакциям зрителей, это один из самых ожидаемых поединков этого карда. Ждем разрешения от Манапа Кабдиева. Первый раунд. Сора Рахмонова, Хилола Собирова. Оба бойца, кстати, предпочитают больше работать в стойке, базовые ударники. Хилола Субирова, как мы говорили, обладает боксерской базой. Ну а если говорить о Рахмонове, то она начинала карьеру как кикбоксер. Ну и в таком боксерском стиле сейчас раздергивают друг друга, пытаются нащупать дистанцию. Очень аккуратничают спортсмены. Такое нервное начало, там чувствуется напряжение между ними. Ну, этого, наверное, стоило ожидать после вчерашнего стердауна. Не хотят девушки начинать эмоционально этот поединок. Да, и потихонечку с таких калф-киков начинает потихонечку поджимать. Пытается, по крайней мере, Субирова. Ну и Рахмонова сейчас больше такой в ожидающей позиции. Легкие джебы. Есть ощущение, что она даже и не пыталась попасть этими джебами. Больше они используются для расчета дистанции. Есть попадание! Опять затишье пошло, опять в корпус удар от Рахмоновой. Пусть сдалека, но видит, куда бьет и попадает, в принципе, без проблем. Опять с ног пыталась начать атаку, но вот как раз-таки бокса в исполнении Субировой мы не видим. Пока работы рук как таковой боец из Узбекистана нам не показывает. Легкий размен. Еще один калф-кик. Но тут уже в воздух удар. Сильно осторожничают бойцы. Уже полраунда позади. Пару атак было от Рахмоновой. Ну и пару калф-киков. Все, что мы увидели за 2,5 минуты. Еще один удар в корпус. Возможно, некий геймплан был у Рахмоновой. Работать именно в такой манере. Если честно, не узнаю Сору Рахмонову. Довольно-таки агрессивным бойцом. Была в тех двух поединках, что провела за этот год. Ну сейчас, и вот он, наконец-таки бокс Сабировой, попадает справа. Колено попадает сейчас Сора в клинче. Будет ли борьба? Вот близки были к борьбе спортсмены, но никто не полез. И никто и не хочет, кажется, бороться. Как только клинч начинает друг друга отталкивать. Ну и понятно, базовый спорт двух спортсменок абсолютно никак не связан с борьбой.
Но опыта в борьбе все-таки у Рахмоновой больше, чем у Сабировой. Да, она все-таки практиковала борьбу, выступала она в сборной Казахстана по ММА, поэтому в любом случае определенные борцовские навыки у нее имеются. Не знаешь, наверное, все-таки последнее поражение, возможно, влияет на настрой перед поединком, возможно, на излишнее, наверное, опасение к своим действиям. Однозначно, не хочет она допустить ошибку, потерпеть там второе поражение подряд. Раньше, конечно же, за Сорой такого не наблюдалось. Всегда она шла вперед, всегда в размены. И теперь уже стала более аккуратно работать. Есть попадание от Сабировой на выходе. Выбрасывает хайкик Рахмонова. Была отличная задумка. Почувствовала уверенность. Вцепилась Рахмонова. Будет пытаться удерживать. Нет. Руки все-таки очень быстрые у Хилолы. Проваливается, и не было здесь контрдействия от Рахмоновой. Сабировой, извиняюсь. 10 секунд до окончания первого раунда. Есть захват, в гильотине сейчас держит. Навряд ли получится задушить, но побить можно отсюда. Возможно, стоит все-таки Рахмоновой прибегнуть к борьбе. Попробовать нащупать. Очень равный такой раунд у нас получился. Ну и под глазом сейчас мы видим у Рахмоновой есть небольшая гематома. Вот этот самый момент. Ногу поймала Субирова, но вот обратите внимание, просто отпустила. Возможно, человек, который имеет определенный опыт в ММА, воспользовался бы этим моментом, да, и моментально провел бы тейкдаун. Но Сабирова просто эту ногу отпускает. Да, это, скорее всего, знак того, что мало опыта в борьбе, мало опыта в ММА. Напомню, что она является дебютанткой. Ни разу не проводила поединки по правилам профессионального ММА, поэтому видим то, что видим. Начало второго раунда, начало второй 5-минутки. Сора Рахмонова в красном углу октагона, в синем углу в зеленой форме, соответственно, ее соперница Халилулла Сабирова занимает центр октагона. Отличная комбинация от Рахмоновой. Есть попадание. Передней рукой здорово работает Сора. Есть. Вот Еще теперь один поймал хайкик. ногу. Будет ли тейкдаун? Нет. Тейкдауна нет. А очень хотелось бы, кстати, посмотреть борьбу, борцовские навыки, оценить, скажем так, именно Субировой, как базовый боксер, насколько она освоила навыки партера, работы от сетки, навыки тейкдаунов, есть попадание. Попадает. Есть Сабирова. ощущение, что Сабирова пересмотрела поединок Вероника Борисова против Соры Рахмоновой. Вижу некие параллели между этими поединками, очень быстрые входы, быстрые выходы на руках. И моментами действительно Рахмонова не успевает за своей соперницей. Да, тот поединок стал показательным для последующих соперниц Рахмоновой. И Вероника сейчас идет на победной серии с 2 побед к ряду в Найза FC. А вот Рахмонова за этот год провела 2 поединка, 1 победа и 1 поражение. Самое интересное, что Сора есть побаивается свою соперницу в стойке, но при этом и не пытается перевести бой в партер, где у нее будет в любом случае преимущество. Ни одной попытки борьбы мы от Соры Рахмоновой не увидели. Вот, возможно, что-то было похожее, да? Пыталась поймать ногу во время удара. Рахмонова есть попадание, но тут же с руки отвечает Субирова. Пока никто из спортсменов не рвется вперед. Еще один размен. Здесь уже Рахмонова лучше. Даже слышали мы звук от этого попадания. В такой любительской манере, обратите внимание, оба на челноке пытаются
быстро там войти сериями, уйти. И Сабирова, и Рахмонова такие вот ярко выраженные контрпанчеры, можно даже так сказать. Они сами не прессингуют, работают только лишь на контратаках. Отличная комбинация от Рахмоновой. Мидлкик передней ногой. Завершает эту комбинацию, эту серию. Было ощущение, что Рахмонов в этом поединке будет больше бороться, но пока мы не видим этой борьбы, что, наверное, на руку Сабировой. И очень удобно именно в такой манере работать. Возможно, вот сейчас в стойке Рахмоновой стоит включить ноги, наверное. Лоу-кики, для того, чтобы не дать возможности активно передвигаться Сабировой. Эти лоу-кики, кстати, больше используют именно боец Хилова. из Узбекистана. Хилова. Опять на таком легком челноке сейчас двигается Рахмонова. Не так часто увидишь в профессиональных поединках именно вот такую манеру ведения поединка. Еще один размер в клинче. И на выходе выбрасывает. Что это было? Капа отлетает у Хилолы. Нет, это резинка, кажется, на волосах или... Да, резинка, кажется, да. Да, точно. Изначально показал, что это была капа. Обратите внимание, что размен начинается в ходе в ближнюю дистанцию. Именно от Сабировой. В клинче работает Сора. Выбрасывает атаки. И вот сейчас... Там попал. Да, тут видно, прям очевидно, что вот Рахмонова прям зацепилась, да, схватила за косичку. Да, возможно, хотела достать голову, но уже далеко была Сабирова. Да, как мы до этого видели. Еще один размен в клинче. В ближней дистанции, точнее. Ну, побыстрее смотрится Сабирова. Еще один размен. Вот как-то оценивать такие размены? Минута остается до окончания второго раунда. Попадает справа. Очень много коротких ударов локтями, обратите внимание, делает Сабирова. Да, у нее быстрые входы и быстрые выходы сразу же, обратите внимание. Эти удары, они не совсем заметны. С первого раза, возможно, можно их пропустить, не заметить. Причем Сабирова бьет всего лишь 2-3 удара максимум. И сразу же выходит. Очень равный поединок. В третьем раунде, ну, обоим бойцам нужно вырывать просто победу. Потому что первые два раунда нам какого-то ответа не дали. Да, и по второму раунду тоже много вопросов на самом деле. Потому что в каких-то разменах, в каких-то эпизодах была лучше Рахмонова, в каких-то была лучше Сабирова. Поэтому как это судить, какие оценки давать? Отлично поджимает сейчас Сабирова. Почувствовала, да, что можно атаковать, можно с ней работать. До начала этого поединка казалось, что Сабирова будет легкой соперницей для Рахмоновой, но дебютантка сегодня удивляет, я думаю, не только лишь Сору, но и весь присутствующий зал, всех присутствующих зрителей в зале. Ну, знаешь, опять-таки повторюсь, есть ощущение, что Сабирова очень грамотно подготовилась к Рахмоновой, посмотрела на поединок против Борисовой, да, как грамотно, когда действовала Борисова, просто на скорости, на опережение постоянно работала. Вот что-то похожее, да? Да. Не прям вот точно что-то похожее пытается сейчас повторить. У Вероники были также быстрые входы, быстрые выходы. Мы видим поддержку от брата. Сейчас в углу был Шавкат Рахмонов. Дал определенные наставления перед заключающим третьим раундом. Заключительный третий раунд нас ожидает. Последняя пятиминутка в этом поединке. Сора Рахмонова и Халиулла Сабирова. Ну что, третий завершающий раунд. Попытка. Теперь только пошла в борьбу Рахмонова, прям так очевидно. Причем. Да, тейкдаун, Даже попытка не проведения пыталась тейкдауна от замаскировать, да? Сабировой. Ой, от Рахмоновой. Будет ли борьба теперь в ее исполнении? Неужели был такой план бороться только в третьем раунде?
Еще один размен выходит за спину. И это ошибка Сабировой! Забирает спину! Боди триангл, да, так называемый. Треугольник на корпусе сейчас И закрывает. вот сейчас опасно для Сабировой. Очень важные такие моменты контроля для Рахмоновой. Ну и сейчас мы оценим навыки партера Сабировой. Насколько она сможет. Ну и самое бороться. главное, Сатай, навыки партера и Соры Рахмонова. Да, Не так согласен. часто видели ее в партере. Все-таки является она тяготеет, да, больше к ударке. Еще раз пытается взять шею, но контролирует ситуацию пока Сабирова. Видит все. Ну и в целом, кажется, вот эта позиция, то, как лежит Рахмонова, она не совсем удобна для удушающего приема. Что-то похожее уже есть, но вот вытащить свою левую руку будет сложнее. Возможно, стоит поработать над другим приемом или даже взятие другой позиции, попробовать сесть в маунт. Вот здесь это можно сделать, пока Сабирова сейчас не развернулась сама к Рахмонову. Смотри, обрати внимание, есть у нее такая возможность. Такое тоже часто происходит, когда соперник контролирует. В бэк-маунте показывает, что нельзя за пальцы хватать. И за перчатки непосредственно. Да, за манжет перчатки сейчас Рахмонова удерживает. сейчас могла оказаться внизу. Но очень правильно сейчас заправляет И ножки. закрывает сейчас. Закрывает треугольник руками. Есть Будет удушение ли со спины. удушающий прием? Остается Левую 2,5 руку не убрал минуты. еще затылок. Но Сабирова, по всей видимости, контролирует ситуацию. Невозмутимо очень. Эта девушка, да, вот теперь уже потихонечку начала затягивать. Не до конца она закрывает этот замок. Но Нет, не в целом, хватает если сил у поединок Соры. закончится вот так вот, третий раунд, то я склоняюсь в сторону Рахмонова. Не хватает сил у Рахмоновой все-таки закончить этот поединок удушением со спины. 2 минуты остается до конца поединка. И все-таки Манап Кабдиев решает поднять бойцов в стойку. И сейчас для Сабировой важные, очень важные 2 минуты. Отыграть эти! Этот тейкдаун и рвется вперед. Понимает, что ей важно забрать эти оставшиеся 2 минуты. Есть попадание, сама же нарывается, и вот теперь точно упала капа. Теряет капу в этом размене. Сейчас опять будет в любом случае пытаться делать вот эти вот быстрые входы. Сабирова. 1,5 минуты у нас еще есть. Ну а для Рахмоновой, мне кажется, нужен еще один тейкдаун. Важно сделать тейкдаун. Для нее это более такой безопасный вариант. Записать этот Выиграть поединок. решение. Да, выиграть решение, все правильно. Сабировой нужно рисковать. Она в ударке уже прочувствовала свою оппонентку, поэтому может смело заходить в свои комбинации, прямо Есть как сейчас. попадание, прям сдалека так зашла. На такую ближнюю дистанцию. Да, не уступает в разменах. Очень такой равный поединок. И тяжело на самом деле оценить, кто может выиграть этот поединок. Меньше минуты остается до окончания этого поединка. Еще попадание. Побыстрее смотрится, выглядит Сабирова. И, возможно, даже посвежее. Есть попадание. Концовка. О, теперь попадает сейчас уже Рахмонова. Рахмонова. Еще попадание. Пошла в ноги, подхватывает одну ногу. Есть перевод. В конце это очень важно, но не смогла она удержать в партере. Доработает ли тейкдаун? Есть тейкдаун, нету контроля. Надо оставлять ее вниз. Отлично. Концовка за Рахмоновой. За Рахмоновой. Но я не уверен в ее победе.
Ждем официального решения судей по итогам 3-раундового поединка. Сейчас, Равный. наверное, для всех зрителей, да, что находится на Алматы-арена, находятся за экраном, очень волнительный момент. Какое будет решение? Болельщики бойца из Узбекистана, естественно, надеются, что победу отдадут Субировой. Ну и болельщики Рахмоновой ожидают ее увидеть победителем. Я, если честно, затрудняюсь ответить. One, six red rum, ready here come, Compton Drake found in the slum, selling that stuff, one hand on my gun. I was selling rocks and Master P was saying, buck past the blunt. It's G on the girls, just wanna have fun. Coke and rum, got weed on the tongue. I'm banging with my hand up a dress like, I'm making calm, purple haze in my lungs. Whole gang in the front, case a nigga wanna stun. I put Lamborghini doors on that Escalade. Low pro solo, look like I'm riding on blades. In 1 year, like, I need a soul. Судьи, кажется, да, сейчас совещаются, очень долго принимают решение. Ждем мы Армана Мумынова в октагоне, чтобы он нам озвучил уже решение по этому поединку. Итак, все готово к озвучиванию победителя. Qadrli mursalar, eshitish raundagi durashchilarimizning shishimi 28-29, 28-29, 28 Ulduz durashchilarning bir raund shishimidan jangga yetgan Sora Рахмонова 28-29, 28-29, 28-30. Судейское решение единогласным решением одерживает трудовую победу Сора Рахмонова.